Отсутствие необходимой документации, несоблюдение прав работников, нежелание состоять на учете в налоговой службе – вот основные виды нарушения трудового законодательства. Причем им пренебрегают как работодатели, так и сами сотрудники. В Магасе по торговым точкам и местам общепита прошел рейд инспекции труда. Плановые проверки будут организованы по всей республике. О результатах расскажет Амина Бокова. В курсе, да, пока вы не получите документ с налогового органа, вы не можете осуществлять трудовую деятельность, то есть вы не имеете права применять. Хозяйка недавно открывшегося магазина женской одежды от камер прячется за ширмой. Свой бизнес она, как выяснилось, ведет, даже не интересуясь требованиями трудового законодательства. На учете в налоговой службе не зарегистрировано. Сотрудники тоже официально не оформлены. Проверяющие из трудовой инспекции дают время устранить нарушение. Иначе грозит штраф. Для индивидуального предпринимателя он составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Для юридического лица от 50 до 100 тысяч. В любом случае, мы сейчас проводим работу такую разъяснительную, чтобы вам помочь. Вам нужно в короткие сроки ставить налоговый учет. Мы все сдали, уже нам сказали. Как только вы получите статус индивидуального предпринимателя, вам нужно будет заключить в письменной форме со всеми работниками, которые у вас осуществляют трудовую деятельность, трудовой договор, и, соответственно, производить все отчисления, в том числе и налоговый орган, и фонд социального страхования, пенсионный фонд. Все необходимые отчисления нужно производить и отчетность подавать. Главные вехи Трудового кодекса в России – правильно оформленные договоры с сотрудниками, своевременная выплата зарплаты, график работы и обеспечение необходимых условий труда. Чтобы убедиться, соблюдают ли их индивидуальные предприниматели в Магасе, комиссия трудовой инспекции проводит рейд по торговым точкам и пунктам общественного питания. Следующая точка мониторинга – аптека. Зарплату не задерживают? В письменной форме заключили с вами трудовой договор. Экземпляр у вас есть, да? Все, как вас Маштягаданыш? А вот к графику работы персонала у трудовой инспекции остались вопросы. Есть основания полагать, что сотрудники перерабатывают. Локация зафиксирована. Уже после специалисты проведут дополнительную проверку. Далее участники рейда направляются в цветочный магазин. Здесь не были заключены трудовые договоры с наемными работниками. По итогам сегодняшнего мониторинга информация будет обработана и будут готовиться материалы для проведения неплановой проверки по тем вопросам, по тем нарушениям, которые были услышаны и увидены. И вы, как заметили, сегодня у нас уже 3 заявителя. По этим заявлениям мы тоже отработаем, проверим, соблюдается ли время отдыха и время работы. В другом случае вопросы были связаны с оплатой. В данной ситуации, конечно, мы поможем сейчас с оформлением этих заявлений и проведем по ним проверочные мероприятия. Как отмечают проверяющие, в соблюдении норм труда должны быть заинтересованы не только работодатели, но и сами сотрудники. Нужно требовать заключения трудового договора и сообщать своевременно в трудовую инспекцию о нарушениях своих прав. Оставить жалобу можно на сайте Роструда. Отдельно сотрудники трудовой инспекции обращаются к строителям, которые работают без трудовой книжки. В случае получения травмы они не смогут потребовать компенсации ущерба и оплату лечения у работодателя. У нас с начала года несчастных случаев тяжелых и со смертельным исходом меньше, конечно, чем в предыдущих годах, но все равно такие случаи они случаются. И при тяжелом случае, если в дальнейшем человеку требуется дорогостоящее лечение, государство оказывает в этом помощь и содействие человеку. При смертельном случае близким людям оказывается помощь. Сотрудники трудовой инспекции проверили еще ряд магазинов и ресторанов. Плановые проверки также проведут и в других населенных пунктах республики. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.